Салам алейкум, хурметлі тамашачылар. Телеотчет аралык летхузва программа давам жезва. Конечи Жубечи, район день, ЗАГС-день, отдел день, заведующая Ягибекова Ольга Мирзовина. Малум тирвол, хуязурный царидлаиш, тарихтес фенова, инхец аис, алук у них течна, район день, руководитель ревай, чпе урк Аллахти хахис хабаму, яни отчет кабулзу. Кэ кюну батя, и санри ЗАГС лаганатуар орла, а против батта мехерех казала калуйма, регистрировался брак, и хада галабики кулахарни. Хербета кю асул хисабда визифа аргена нартухи. Заскуне алатасу урк Аллахтика кюролди себетан глаза. Добрый день, Ахмед Адилович. Я хочу представить сегодня отчет о проделанной работе и демографической ситуации по делу ЗАГС администрации муниципального района Сулейман-Стальский район за 2017 год. По итогам 2017 года демографическая ситуация в нашем районе сложилась следующее. Я просто приведу сейчас цифры, для того, чтобы, сухие цифры, можно сказать, чтобы было понятно, да, о проделанной работе мы поговорим немножечко позже. Итак, в нашем районе было зарегистрировано 1526 актов гражданского состояния, в том числе 613 актов о рождении, 3 двойни родились в нашем районе, 323 акта о заключении брака, 141 акт о расторжении брака, из которых по решению суда 129, в отношении 35 детей было установлено отцовство, 386 актов о регистрации смерти, 27 перемен мы зарегистрировали, фамилии, имени, отчества, и также одно усыновление и удочерение. Для сравнения, в 2016 году было зарегистрировано всего 1707 актов гражданского состояния, в том числе 731 акт о рождении, что на 118 детей больше, чем в 2017 году, 372 акта о заключении брака, на 49 актов больше, чем в прошлом году, 158 актов о расторжении брака, что больше на 17, чем в 2017 году, 398 актов о регистрации смерти, что на 12 человек больше, чем в 2017 году. Также было зарегистрировано 25 перемен, 3 усыновления и 34 актов об установлении отцовства. О чем говорят эти цифры? О том, что, конечно же, рождаемость в нашем районе упала. Это, конечно же, нас огорчает. Это... Да, не очень хорошие показатели рождаемости, но, естественно, это цифры, и их надо озвучить. Показатели рождения в нашем районе падают, но это, естественно, не говорит о том, как вам сказать, рождаемость – это такой признак, да, который говорит о том, который, естественно, связан и с заключениями брака, и с расторжениями брака. И это все вместе дает нам вот такую цифру, потому что рождаемость у нас упала не только, по рождаемости цифра упала, да также и по заключению брака рождаемость упала. И, естественно, мы надеемся, что этот год даст нам совсем другие показатели, 2018 год. Так как сейчас вы все знаете, что введен закон, наш президент Владимир Владимирович Путин ввел закон о поддержании семей, родивших первого ребенка. В этом году мы уже с января месяца будем давать очень подробные отчеты о родивших первых детей и матерей, семей, и будем надеяться, конечно же, о том, что показатели эти поменяются. Вы какую-то справку даете? Мы будем давать, нет, мы не будем давать справки, мы будем давать отчеты. Каждые 10 дней, каждый месяц мы будем давать отчеты о демографической ситуации именно по первым детям. А так мы даем данные, естественно, во все организации ежемесячные, но это уже новый этап в нашей работе, который мы в этом году вводим. Ольга Мирзовина, көне информация гана чи районда рождаемость, яни аялар хик жезип, он жезво хик, хабро цифра я хихти бред хазба бракадарди. Зас көне жакскан адака брактикан рахан гоза, яни мехерар вуно абур, хияшта воз изур мехерар, хияшта воз и разводар, яни чарахунар ардол хизбо. Хабрка гехеншхти субетан гоза, чи галер гортадал. Заключение бракосочетания вообще... Вы знаете, это одно из самых наших любимых, в ЗАГСе, наших любимых тем, которые мы можем обсудить, потому что заключение брака – это, конечно, не только формальность,
это, конечно же, рождается новая семья. Это, естественно, право установлено, обязательно юридически установленный факт. То, что рождение новой семьи, оно само по себе уже, конечно же, налагает на этих молодых людей права, обязанности. Конечно же, в дальнейшем мы думаем о потомстве, которое они могут нам принести, в дальнейшем о демографической ситуации. Все исходит отсюда, вы знаете, и у нас есть специальный отчет, который мы ведем каждый месяц, обязательно мы следим за этим вопросом очень внимательно. И вот я даже могу вам привести данные, что наибольшее количество браков регистрируется в 18-24 года. Это вот самый такой возраст, когда вступают в брак. Вот в нашем районе 124 мужчин и 268 женщин, да, вот в этом возрасте вступили в брак. Также в возрасте 25-34 лет 175 мужчин, 36 женщин. Вы чувствуете, да, мужчин уже больше в этом возрасте, уже 25-34, да, уже мужчин уже больше. 35 лет и старше, 24 мужчины, 15 женщин. Из них первый брак составил у 297 мужчин и у 291 женщины, а повторные браки у 26 мужчин и 32 женщин. В 4 случаях вступления в брак до достижения брачного возраста произведено на основании постановления администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. О чем это говорит? О том, что, конечно же, эти девушки вступили в возраст ранее 18 лет. Ну, естественно, им нужно соответствующее разрешение для этого, которое выдается через отдел опеки и попечительства. Просто на эту тему у меня тоже возникают вопросы, ко мне приходят граждане, обращаются. Я вам хочу сказать, что случаи, когда понижается брачный возраст, оно увеличивается с каждым годом. Раньше это было намного реже, сейчас эта сумма, она увеличивается с каждым годом. Не намного, но есть. И, конечно же, вы знаете, где есть регистрации браков, там есть и разводы, да, и эта тема тоже не очень приятная, но о ней надо говорить, потому что расторжение брака – это, конечно, очень болезненная тема для каждой семьи. И свидетельство о расторжении брака выписывается в органах ЗАГСа, поэтому мы, несомненно, в первую очередь присутствуем, да, при этом моменте. И ЗАГС регистрирует расторжение брака, в органах ЗАГС регистрируется расторжение брака по совместному согласию супругов. О чем это говорит? Это говорит о том, что они приходят уже сюда в полной уверенности, в понимании того, что их брак закончен. Но в ЗАГСе они, когда приходят, им же задают вопросы, естественно, на каком основании. У них нет несовершеннолетних детей, это одно из условий. И дети – это всегда спорный вопрос, правда же, который может решить только суд. И в ЗАГСе такие случаи тоже у нас есть, потому что 8 семей развелись на основании взаимного согласия. Также ЗАГС имеет право расторгнуть брак по приговору суда. То есть это говорит о том, что один из супругов, если находится в местах заключения, свыше 3 лет. Ну, имеется в виду в соответствующем месте. Для этого нужно принести приговор суда, заполнить соответствующее заявление, оплатить госпошлину, которая составляет 350 рублей. А по взаимному согласию госпошлина составляет 650 рублей. Об этом тоже надо говорить, потому что у многих людей возникает вопрос, что за госпошлина, где ее платить, почему мы платим. И, конечно же, с 1 января 2015 года госпошлина изменилась. Естественно, есть соответствующие образцы, где это указано. Госпошлина оплачивается в нашем районе в Сбербанке, в Россельхозбанке и в МФЦ «Мои документы», где есть наши реквизиты. И в то же время, вы знаете, наибольшее количество разводов регистрируется 25-39 лет. Вот в нашем районе 103 мужчины, 78 женщин развелись, да, вот именно вот в период, да, в которых есть дети. 89 разводов в нашем районе, да, из них количество детей, которые остались жить в неполных семьях, 143 ребенка. Это, конечно, я считаю, очень большая цифра, правда же? Но это не только цифра, это же, естественно, дети. Судьбы, да. Судьбы детей, которые
не могут нас не волновать, но вы знаете, ЗАГС — это такая сфера, где они уже приходят к нам с выписками из решения суда. Естественно, мы не можем влиять на это положение, да, что они уже развелись, да, вот именно в суде они уже развелись. Но, конечно же, нас это абсолютно не радует, огорчает. Мы очень переживаем по этому поводу, потому что во многих семьях растут прекрасные дети, и как дальше сложится их судьба? Естественно, что они останутся или с отцом, или с матерью, и будут жить в неполных семьях. Это тоже нас огорчает. Но говорить об этом нужно. Почему разводятся люди? Почему они не понимают друг друга? Почему они не могут найти общий язык друг с другом? И, конечно же, это многие факты, да, влияют на это. И наше Министерство юстиции, у нас есть специальный, даже мы на совещаниях говорим об этом, обсуждаем эту тему. Естественно, это быт, который складывается у людей. Это, ну, может быть, не лучшие жизненные показатели, да? Это, конечно же, не сходство характеров, которые, ну, естественно, они же люди, они не могут не подходить просто друг к другу, да, по каким-то показателям. И, может быть, конечно же, это нетерпимость, которую сейчас проявляет нынешняя молодежь при совместной жизни. Потому что совместная жизнь — это же не только праздник, правда же? Это совместный быт, где люди должны понимать, уважать, любить друг друга. Ольга Мризовна, elbette köz ilk olaktini ketecrübe kür iniz kü olaktal атану о исанри кадар, ну агзор олди сабжиды, мы хакайла, сейчас интересно халдис. Хи он фот и ЗАГС хаидла грюнис, брак заключат адла грюнис, разводар жезбо, хи он фот сам. Ах по гечхан йошхайла разводар жезбо. Хакни кузи йоштавоз бекаре забор, хакти цифрера рикеламанку, рикелхизден. Да, я могу сказать, потому что у меня уже большой опыт общения с гражданами, которые сюда приходят, и, конечно же, я вижу статистику, которой мы занимаемся. И я хочу вам сказать, что, ну, можно сказать, наименьшее время, которое граждане прожили вместе, ну, не более 3 месяцев, не более. Есть даже сроки и другие тоже, но это уже такие зарегистрированные, да, расторжения брака, которые, потому что бывает, что ко мне приходят, я смотрю свидетельство о заключении брака или же выписку из решения суда, которое приносит, и вижу там даты, да, и просто иногда бывает, ну, очень сильно расстраиваюсь, когда вижу, что это, например, тот же был 2017 год, да, потому что о чем я говорю, да, и естественно, вы знаете, они, и когда иногда хочешь поговорить с этими людьми как-то, да, вот просто мне интересно, ну что может сподвигнуть людей развестись буквально через 3 месяца? Вы знаете, они уже так осознанно, да, приняли это решение, что они уже не могут жить вместе. За такой короткий период. О чем я говорила раньше, да, что сейчас, конечно же, изменилось немножко понятие о браке, да. Ну, это ужасно, что вот если так, да, вот если смотреть по таким цифрам, да, а так, вы знаете, есть и такие случаи, когда люди живут вместе всю жизнь, у них уже дети, уже такого преклонного возраста, внуки, правнуки, и они, конечно же, приходят, их немного, но есть такие случаи, когда у нас был и 90-летний, ну, мужчина и женщина. Разводились. Да, и под 90 лет, и за 90 лет. Хотя я вообще поражаюсь, они были прекрасные, здоровые, на ногах, они пришли оба для того, чтобы расторгнуть брак. Естественно, по взаимному согласию, о чем я говорила ранее. И вы знаете, как я видела по их решению, даже, ну, это было их общее решение, они приняли такое решение. Но почему они развелись? Ну, это пускай останется загадкой. Это просто был ответ на ваш вопрос. Elbette kine inolhanıma çarar zabor, registrirovать забор. Kü vizif yaşını vini diktar buna saçmud krarka ibarati kolorika. Zaskинolhanıma za и пенсионный фонд не ходова кü алака илак эхримжи вақтунда гзаф исана kü рикари хакозу час колохол кедалане хакти дердере воскоз. Yani pensi хкаджизво
хихтин справки артикюрхнук онзо хабр гехеншилханук онзо чахалир згавурда кадавол меселер рехатис холдари керавани дахата кне законди кадавол düz хузадени и меселер проблемер йожез холдизланым. Вопрос, связанный с пенсионным фондом, на данный момент он является одним из самых важных, потому что, конечно же, ЗАГС занимается подготовкой документов, но по внесению исправлений в актовую запись. О чем это говорит? Так как вы знаете, на самом деле, что сейчас у нас очень возрос поток пенсионеров, которые приходят к нам. В прошлом году на эту тему уже представитель ЗАГСа разговаривал по телевидению, но, конечно же, это такой очень серьезный вопрос, на эту тему стоит разговаривать и не раз. И я хочу, чтобы сейчас слышали меня граждане, которые приходят сюда, которые задают мне вопросы, показывают мне свои документы, возмущаются, обижаются. Хочу, чтобы они знали, хотя они приходят сюда, им в полной мере информацию дают, но очень многие уходят отсюда недовольные. Почему? Я объясню. Вы знаете, это надбавки, которые дают женщинам, да, имеющих детей и так далее и тому подобное. По этим надбавкам я, конечно, разговаривать не буду, потому что эти вопросы связаны с пенсионным фондом, да. Но у пенсионного фонда тоже есть свой закон, правильно, который, они говорят, например, принесите свидетельство о рождении детей в пенсионный фонд. Когда гражданка обращается в пенсионный фонд, выясняется, что у нее в графе мать, отец, нет отчеств родителей. Пенсионный фонд не принимает эти документы, потому что у них есть четкие, например, то, что они должны принять. Они говорят, принесите свидетельство о рождении детей с отчествами. Свидетельство о рождении выписывает органы ЗАГС, правильно? Эти люди обратно возвращаются сюда, ко мне, показывают мне документы и говорят, дайте нам что-либо, чтобы мы предоставили в пенсионный фонд. Я хочу вам сказать, что работники пенсионного фонда не отправляют их для того, чтобы идите возьмите справку. Они говорят, идите в ЗАГС, правда же, для того, чтобы проверить архив, посмотреть документы и так далее и тому подобное. В те годы было совершено массовое количество ошибок, которые были записаны в то время специалистами органа ЗАГС. В этом, конечно, граждане не виноваты. Но тоже, может быть, в то время они не смотрели на документы, которые им выписывались. Много лет эти люди жили с этими ошибками. И до того времени, пока эти документы им не понадобились, они даже не обратили внимания на то, что там записано. И сейчас, когда эти документы поднимаются, выясняется, что там очень много несоответствий с паспортом гражданина, со свидетельством о рождении, со свидетельством о заключении брака. ЗАГС не может выписывать документы так, как хотят граждане, только потому, что эти документы им нужно предоставить в пенсионный фонд. ЗАГС занимается внесением исправлений в актовую запись. О чем это говорит? Это говорит, что каждый совершеннолетний гражданин, то есть не мать или отец этого ребенка, они уже не дети, они уже совершеннолетние граждане, правда же? Конечно, они должны по месту прописки или по месту рождения обращаться в органы ЗАГС, предоставить перечень документов, которые им скажут в ЗАГСе. Перечень документов, конечно же, включает в себя свидетельство о рождении матери, свидетельство о заключении брака, паспорт. Естественно, все эти документы будут проверяться, подниматься в архиве, смотреть. Потом гражданин пишет заявление на внесение исправлений, и в законном порядке выносится заключение. Если ЗАГС не нашел оснований для внесения исправлений, будет письменный отказ написан этому гражданину для представления в суд. Просто вот этот вопрос, я об этом уже говорила и не раз, хочу, чтобы люди поняли, что мы не можем просто так записывать архивные данные, которые были записаны тогда. Я вам просто хочу на примере показать, чтобы вы знали. Эта книга, например, 64-го года рождения, правда же, написана в те годы. И вот эти документы, которые сейчас в основном очень многие приносят нам свидетельство о рождении, видите, они в таком состоянии, где должны быть графы родителей, отсутствуют, отчества родителей, они отсутствуют, видите? И так практически везде. Да, видите, везде. Очень многие документы в таком плачевном состоянии, но мы только на законном основании можем сюда что-либо дописать, потому что точно такие же документы присутствуют в республиканском архиве ЗАГС.
И поэтому, конечно же, туда нужно высылать обязательно извещение о том, что здесь было произведено какое-либо изменение. Вот я вот просто на примере вам хочу показать. Также вот 64-й год, также 60-й год. Вы видите, многие книги 70-х годов, которые здесь абсолютно нигде, видите, нигде нет отчеств. И эта проблема, конечно же, она сейчас очень большая. Но огромное количество, вот 149 внесений исправлений мы только произвели сейчас, да, а кроме этого было выдано огромное количество справок гражданам без внесения исправлений, потому что, когда архив был проверен, здесь в книгах были отчества. Им были выписаны справки. Кстати, эти справки абсолютно бесплатные. Гражданам, которые выдаются, они бесплатны. Это только для того, чтобы помочь этим людям представить документы в пенсионный фонд. Да, только для этого выдаются они. А свидетельства о рождении детей граждане не могут получать за своих детей только на основании доверенности или же, если гражданин обратится сам на основании своего паспорта. Инолкне к ихтилата лагана МФЦ дехкалазники алака хикавата. МФЦ многофункциональный центр, яни ида гзавкра рак мехгузинал княлал госпошина плугудала. Во ихтин содержим мас алахрани. За княлган за хадах казава алака никус. Хихти рекера куллузу хабруки албанискалигна. Очень большую помощь оказывают нам работники многофункционального центра «Мои документы», так как они, конечно же, в первую очередь помогают гражданам в оплате госпошлины, потому что эта оплата госпошлины происходит через терминал, который находится в МФЦ, да, и работники МФЦ помогают гражданам в этой процедуре, потому что многие просто не знают, как это сделать, правда же, а работники МФЦ постоянно около терминала помогают гражданам, большое спасибо им за это. И так как вы знаете, у нас через МФЦ 3 услуги предусмотрены в органах ЗАГС. Это прием заявления о заключении брака, прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов. И, кроме этого, конечно же, это выдача повторных свидетельств, которые граждане хотят получить из органов ЗАГС. То есть они не обращаются в органы ЗАГС непосредственно, они это делают через органы МФЦ, посредством курьера, который нам эти документы приносит. Ну, вот в 2017 году таких свидетельств повторных мы выписали 15. Прием о заключении брака, заявление у нас было одно, заявление о расторжении брака у нас, слава богу, не было через МФЦ, и пускай, наверное, не будет, да, мы этому будем только рады, но, конечно же, вы знаете, я хочу сказать просто, то там есть свои, как сказать, сроки. Граждане в органах ЗАГС получают документ непосредственно в день обращения, свидетельство, повторное свидетельство, а через МФЦ это в течение 3-5 дней там происходит, да. Но, конечно же, если гражданин, например, хочет обратиться в многофункциональный центр, он имеет на это полное право. Он также оплатит госпошлину, напишет заявление, и, естественно, ему об этом сообщат, когда ему забирать, во сколько часов ему это делать и так далее и тому подобное. Но удобство, конечно, у нас есть удобство. Во-первых, ну, вы знаете, такого потока нет граждан, которые обращаются через МФЦ, но я считаю, что это очень удобно и для граждан, и для нас, в том числе у нас такого потока, например, если очередь в приемный день, они могут пойти спокойненько подать заявление на повторное свидетельство и заниматься своими делами. Это очень удобно. Чосовал Ольга Мирзоевна, бетта инолкне генштеказ чехалиар киколдика, кнеур олахрика, изва олахрика, ксан дизгавуртуно, малум тервол алтайсан хира декабрьне васра ку заксни вишисан юбилейни кайда вурдя им зурбо олахя яла изаксни олахар март авзури саралдамура кес квотаргура генани воз ичи тамаши через луда гавчалавота бойор гавкини. Спасибо большое, Ахмед Адилович, за ваши поздравления. На самом деле, в прошлом году органы ЗАГС отметили 100-летний юбилей. Это, конечно же, очень такая масштабная дата для наших органов. И в связи с этим были массовые мероприятия, связанные с этим событием. Конечно же, органы ЗАГС не стоят на месте.
развиваются, вводятся новые программы, новые технологии. С прошлого года мы начали заниматься созданием электронного архива, конвертацией. Вот этих, кстати, книг, которые я показывала, да, все это будет введено в электронный архив. Это все будет, конечно же, введено в сервер. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, для удобства граждан, чтобы человек мог в любом месте России получить тоже повторное свидетельство о рождения, ну, о своих документах, да, когда будет общий сервер. Эта работа очень трудоемкая, конечно же, но делать ее нужно. Для этого привлечены молодые специалисты, которые занимаются этим вопросом, грамотные, умные ребята, которые владеют компьютером. Мы сейчас за этим вопросом внимательно следим, работаем. Это все делается для блага наших граждан. Также я хочу сказать, ну, вы это тоже знаете, что у нас 15 сельских поселений, ну, кроме нас, которые занимаются вопросами ЗАГСа. Везде есть хорошие, грамотные специалисты с многолетним стажем работы, которые дают, конечно же, информацию гражданам предоставляют на местах, в сельских поселениях. Это очень удобно. Те же документы можно получить в своем сельском поселении. И граждане наши, конечно же, обращаются с вопросами. В то же время я хочу сказать, что наш район один из таких районов, где принята практика торжественных регистраций браков. Во многих районах этой практики нет. Хочу вам сказать, но у нас есть, конечно же, и по селам, и у нас в центре. Мы очень рады, когда к нам приходят молодые люди на торжественную регистрацию, радуются, создают семьи. И я хочу пожелать, конечно же, всем нашим гражданам в этом году, чтобы поменьше нервничали, поменьше обращали внимание на всякие вот эти вот вопросы, связанные, конечно же, ну, я понимаю, что это жизнь, это, естественно, сталкиваемся, но давайте будем более терпимыми друг к другу, правда же, чтобы мы могли просто прийти на работу с улыбкой, заниматься своим любимым делом. И, конечно же, всем хочу пожелать здоровья, счастья и любви. Спасибо вам большое.